мова повинна быть вот национальной идеей? Повинна быть. Национальная идея белорусов – это мова. Не только мова, и песня. Вот. Песня же на белорусской мове. На белорусской мове. Национальная идея, яна повинна, как вот усе люди, уся нация яе приняла. Это все вельми складана. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У ефірі виязний ефір програми «Ідея X». Її постійні ведучі Зміцер Лукашук і Максим Гарунов. Наша виязная ідея у гостях у академіка, відомого беларусіста і дослідчика, спадара Адама Мальдиса. Добрый день, спадар Адам. Добрый день. Только маленькую поправку я хочу сделать. Когда говорите об академику, то я нашей академии не академик. Так, не добился по разных политических причинах. А академик Международной академии, якая на громадских площадках з'явилася, починаючи от Великобритании, из Зручных Штатов Америки и кончаючи Японии, где это, правда, был. Вот. Ну, я думаю, что это не прыніжэнне, а наадварот нават яшчэ лепшы акадэмік. Тым не менш, вот мы працягваем шукаць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. І першае пытанне, спадар Адам, будзе да вас такое. Вось кіраўнік Беларусі, неяк адказваючы на пытанне аднаго з дзяржаўных журналістаў, сказаў: не дараслі мы яшчэ, відаць, да нацыянальнай ідэі. А мне вось цікава ваше меркаванне. Вы ж даследчык, вы вывучалі нашу беларускую гісторыю, такія постаці, як жыццё і дзейнасць там Скарыны, іншых вядомых беларусаў. Все ж таки, мы... Что я по национальности вы хотите? Не, я не хочу сказать. Я хочу спытацца у вас, можа, все ж таки там, у нейкія далёкія часы, была уже сфармуляваная, неяк выказаная нацыянальная ідэя беларусаў, якая і нам, сённяшнім беларусам, падышла. Безумоўна, ёсць. І гэта ідэя вельмі, так сказать, навічваецца векі вечны. Калі ўзяць мову, на якую перакладаў Скарына Святое Писание, то это не русская мова, а русинская мова. И вот там на экзаменах у Падуи лечили, что Скарына, сдающий экзамен, уступный экзамен, вылытается, то он называет себя русином, русский, не русин, то, значит, по вероизнанию русин, а по национальности литвин. Литвин, потому что Великое княжество Литовское держава. И он такую розницу поміж своим веровызнанием и своей державной належностью. Отсюда спочатку у Италии это приняли так за некий жарт, а на самой справе тогда у Москве называли себя московитами. Московиты называли себя, они русские. Вот. Русскими они позднее, уже когда столицей стал Петербург, стали называть. Все это треба было во-первых на документы. И вот в этом артикуле, я думал, что поляки его не надрукуют, але тут якраз 3 человека, які входили у Международную ассоциацию белорусов, и я уже был гоноровым только старшиней, потому что 3 термины по 4 года я пробыл соправным старшиней этого международного. 23 країни входили в эту ассоциацию. А потом я гоноровым старшиней только был, вот, який не має права, так сказать, решаючого, а має право, ну, как раились, вот.
И эта книжка уже выходила. Тут, значит, Сергей Ковалев против у редакции. Он, видать, с московитов, с русских, вот. Я его особенно не ведаю, зато я ведаю Ришарда Разика и Михаила Саевича. Саевич родом с Белосточной, и он белорус, это я докладно ведаю. Разик, и он с Люблина, але у Люблине мы провели другую римскую конференцию, распочатую в Ватикане, вот, Папом Яном Павлом II. Другая конференция с моим уделом была в Люблине. Третья конференция, 4 країни увоходили, третья была в Украине, у Винницы, раз 4 года. А 4-я была и опошняя у Литве, у Тракай, хотя Вильнюса. И литовцы рашуче протестовали, не разумеючи розницы поміж литвинами и литовцами. Литвины – это те выходцы над Одры, як речки, з Саксонії, з Помор'я, які про Україну завандровали спочатку на Полесье, а потом завандровали у Беларусь. И фактично такой широкой державной мовой у Великого князства Литовского, хотя назва Великое князство Литовское. На какой мове закон, Конституция первая была, статут Великого князства Литовского. На старобелорусской мове было. На какой мове служил Скорина, вот, на старобелорусской мове. Ну, и он часом называл эту мову русинской мовой. Вот. А приймаючи вот у этой книжки, идет только назва, як это до моего 70. В ходе выдали книжку, присвященную мне, значит, без моего ведома, Беларуси белорусы у просторы и части. И тут я раптом гляжу, вот можно снять, где особенно, значит, перелічені все мои артикулы основные, потом я хотел проверять, увайшов сюда, не все, але увайшов мой головный артикул в этом питании, можно эту сторонку отснять, значит, у газете «Голос Радимой», вот, який «Голос Радимой» є у розліку на уроженців Білорусі, які живуть за границей. Це «Голос Радимой». Я там працював фактично 10 років. Був названий артикул, написаний мною, надрукований в «Островецькій правді» под назвой «З Вільні до Островця», так назвал король Речи Посполитой Зигмунд I. Август Старый. И надруковал я этот артикул в «Островецкій правді», как мясовые люди онорились, что опошнее посвящение, на яким был принятый статут Великого князства Литовского. Мы сегодня говорим первый статут, а другий, третий. И никто не думал, что будет треба другий, третий, хотя смерти этого самого Скорыни робить. Просто статут робили. Значит, первая Европейская конституция фактично была принята 400 годов ранее, чем конституция у Франции, первая Европейская конституция. Фактично, первая конституция. И сел я порівнювати статут Великого князства Литовского, прадмовы
і пасля слові старини та перекладу Біблії на старобеларускую мову. Вот у гэтым выдании статут Великого княжества Литовского. Тут есть это самое, текст первого статута. Почему первого не пошел он? А тому, что не было друкарни, как подруковать. Друкарню, якую привез с собой Старина з Праги, и она сгорела у Вильни в 1525 году. В 1525 году эта друкарня у Вильни загорела. Тады, коли одноголосно у моим родным островце приняли статут, не называючи его первым статутом, потому что никто не думал, что сказали Старине, что ну вы скористаетесь великим авторитетом во всей Европе. Треба съездить в Кёнигсберг, да, значит, князя этого Пруссии, и хотя бы на 3-4 года позычить у них друкарскую машину. Вот. Ну, и Старина поехал, справа Божия, так само прием. Библия – это закон Божий, а статут – это закон человечий. И он поехал в Кёнигсберг, попросил, значит, дали разом со своим друкаром, вот, и друкарню на несколько годов в Вильню, ну, как статут. Не дал русский Ольбрахт, это князь Ольбрахт. Вот, дальше и Виленский князь Гаштольд, так само имел то же самое имя Ольбрахт. Вот. Тогда что? Старина идет на фактичное злочинство. И он берет это друкара разом с друкарней по Кёнигсбергу. Это теперь Калининград, как вы добро ведаете. И везде ночью, значит, в Вильню. Я когда ведался король Пруссии в Кёнигсбергу, значит, пустили погоню вслед за Вильнюсом, вернули. Это доложили Скорине. Скорина вымушена был утекать. И утекал куда он? В один город, где была родня, там, где была его батьковщина, у Полоса Пеленушев. Батьки не было живых тогда. Значит, а старший брат Иван, який заставался православным, и он працевал у Познані, гандлявав скурами, займався тим, чим батька його займався, Ивана, это самое. Ну и что? У Познанской тюрьме Скорина просидел 6 месяцев. И когда доведался король Речи Посполитой, был еще это самое, Зигмунд Август, старый, а жонкой Зигмунда Августа, другой уже жонкой, вот фактично третьей жонкой, потому что с другой жонкой, от якого был Виленский бискуп Ян, вот, и он удельничал у приемцы этого статута, вот, и он был нешлюбным нащадком польского короля. То есть фактично было у польского короля часов Скорины трое женств. Вот. Ну и что? Значит, доведался король, значит, это ж прием статут принимался. И он
у Кракове тогда была столица, не у Варшаве, а у Кракове. Доведался в Кракове. И дал команду выпустить Скорину с тюрьмы у Познани. Он 6 месяцев там просидел. Вот. И Скорина становится, задушиться, правда, мігрантом, книжку, якую отец Владислав у червоному костюме написал про Скорину под моим редакторством. Вот, могу похвалиться уже, книжка отдать. Значит, и он написал, что, значит, это про нашего эмигранта Скорину. И я запротестовал, сказал, что весь час лечить, что Скорина был эмигрантом у Праги. Лечить нельзя, потому что поехал туда, учиться поехал. И он не был эмигрантом. Эмигрантом его можно, когда он после того смог покинуть Познанскую тюрьму и поехал с приемными сынами своего колишнего спонсора, вот, Виленского, вот, поехал в Прагу чешскую садовником Королевского сада. Не друкарня тут горела, у Сородку новую друкарню набивать уже не было такі гроші. Ну і його прийомні діти, які були вже дорослі, його спонсора Виленского, вот, помогали ему, и лечили. Многие лечили, что это дети Скорины, физичные дети. Они не могли быть физичными детьми, потому что они по возрасту были дорослыми. Вот. И уже у братья чешских они родили потребную чешскому королю работу. И там уже мы можем назвать Скорину вот в этой его наступный приезд. Это уже был его третий приезд. Перший он учился там, потом другая была его, другий период, друковался. 22 тамы перекладывал с Библии, не все переклады Скорины были надрукованные, некоторые пошли в рукописах, в руках, вот. Ну вот, калі вы кажаце про тое, што вот, а на якой мове пісаў Скарына статут і пераклады рабіў Біблія, адказваючы на пытанне пра нацыянальную ідэю. Старабеларускай мове. Атрымліваецца, што нацыянальная ідэя беларусаў гэта мова. Мова, конечно. То есть была, и тут ее же урывки, тут же в этой книге, вот, можно прочитать, что этот статут надрукованный, значит, статут Великого княства Литовского на той мове, на якої вони були перекладені. Надрукований. Але надрукований був тільки в 1588 году. Это был третий статут. Первый и другие, то есть, что мы видим, статуты не были надрукованы. Вот чему. Тут качался. Вот. Спадар Адам, ну вот, калі у часы Скарыны, можно сказать, что национальная идея была мова, а сёння, вот для сённяшніх беларусаў, можно сказать, что и для іх мова повинна быть вот национальной идеей? Повинна быть, повинна. Але ці ўсе гэта прымуць? Не все примут, потому что много переселенцев за советский период и у царской России приезжали белорусов после повстания 1831 года, после повстания 1763 года.
і просто за іншие, так сказать, державные злочинства. Вельми много з белорусов сотнями были у Сибири сосланы, які потім або утекали з Сибири, або хтось там помирав, значить, ну, скажем, такий славутий академік Дубовський, який фактично лічиться першооткривальником озера Байкал. Він був засланий на це озеро, став його дослідчиком, і потім їхав, йому дозволили, короче, коли він став огульновідомим у Європі ученим, йому дозволили переїхати у Петербург. Замість у Петербург він поїхав на українську землю. Чому? Тому що українська земля штати так само виходила у склад Російської Федерації. Йому не чинили тут, куди їхати, в Петербург, чи їхати у Вінницю. Там, значить, він був некий час в Одесі, жив. Это все вельми складано. Вот. И это все... Спадар Адам, вот вы пригадали повстание 1863 года. Вот зараз молодые историки кажут, что повстание Костуся Калиновского это было польское повстание, а Костусь Калиновский польским националистом был. А на ваш погляд? А мужицьку правду, на якій мові він вдавав, треба спитатися. І він був білорусом, і він підкреслював свою білорусськість. Але покольки повстання почалося одночасово і у території етнічно польській, і на території етнічно литовській і білоруській території, і трошки на території української почалося, але на території України там ситуація у час повстання 1863 року була без ніяких змін. Тисячами ссилали у Сибір. Так усё ж таки, вот на ваш погляд, польским гэта было повстание, ці беларускім, ці якім, ці усеагульным? Усеагульным. А Калиновский все ж таки польский националист? Не, белорусский. Иначе мужицкую правду на якій мові він видавав? Чому він не видавав на польській мові тоді? Вот. І вірші писав Марічка Чорнобрива, голубка моя. Где ж поділася там? Что там поділося у її? Марічка Чорнобрива, голубка моя. Я на эту тему ще повість написав. Осень посеред весны. Вот додумал, что и на моей Островеччине Калиновский приезжал. Хотя я не переконаний, что он приезжал. Але мог приезжать. И на питание, кого любишь, отказывал не Польшу люблю, а люблю Беларусь. Люблю взаимно Беларусь. А вот вопрос такой. Вы говорите, что национальная идея белорусов – это мова. Не только мова, и песня. Вот. Песня же на белорусской мове? На белорусской мове. Мне в свой час у Кракове удалось найти целые альбомы, а потом и у Великобритании, и у Нью-Йорку находил, и у Петербургу находил, когда он был в Петербурге, стал Петербургом. Вот, уже перестал быть Ленинградом. И в Москве находил. Целую книжку я присвятил. Вот это самое. Так вот смотрите, если вот всем белорусам, вот живут белорусы, им будет выгоднее, если они перейдут на английский язык. Нет, так откуда я на первый язык? Мы представимся, вот если они перейдут на английский язык, они останутся человек белорусами. 20-30 героев, вот, и яких я ведаю, потому что и тут и профессор Макмиллин тут насупротив меня, тому там
профессор Дымель сустракаўся. І отец Александр Надсон таксама быў у гэтым пакоі і быў рад, што я вот на это. У мяне ж так атрымалася, што бацька мой, ён католікам заставаўся на прыцарскай уладзе, вот, таким скрытым католиком. А тетка моя, Каролина, и дядька Винсенты у Вильни заставаліся православными нават у часы, калі Рэч Паспалітая вот, паміж двумя гэтымі войнамі былі. І ніхто не меў да іх ніякіх прэтэнзій. Православныя. Спадар Адам, але ўсё ж таки, вот Максим хоча так вот спытацца, ну вот, а калі вот захочуць, ну, беларусы ўсе перайсці на англійскую мову, таму што ім і з работай будзе прасцейшая, яны застануцца беларусамі, ці не? Ці ўжо будуць нейкія... Я такога сабе не уяўляю. І калі яны прыязджалі пры мне, я ж 2 разы у лондонскай Скарынаўскай бібліятэцы, я знайшоў много цікавых матэрыялаў беларускіх, невядомых нам. Вот. И там приезжали на доследование и белорусы с Белосточины, и белорусы с Белоруссии. Вот. И они английской мовы не ведали. Вот. Я ведаю 4-5 вот теперешних своих знакомых. Ну это цяпер, а калі ў будучым, вот праз 20 гадоў усе беларусы скажуць, мы пераходзім на англійскую мову. Вот так? Не, просто. Основная это вёска, все-таки. Ну, а вот если? А если? Ну, вот ирландцы же перешли на английский язык. Все. Ну, яны, что побач живут, это треба увеличивать. Они расстались с ирландцами? Да, вот, они просто ирландцы, которые говорят на английском. Да. И вот есть бретонцы во Франции. Бретонцы больше не говорят на бретонском, они говорят на французском. Ну так, могут переходить. Коли это по соседству. С ирландцами это зразумело, потому что это, я говорю про змешку, а нам же про нават книжку свою про то, что знойдено в Лондоне. Я там за Ла-Маншем, за каналом, потому что я иначе не мог назвать. А у Литы дзейнічаў тады. Ну добра, а калі не англійская, а калі вот ну адыдзеце вы, адыйду я, адыдзе там усе і все беларусы будуць говорить только по-руску. Яны застануцца беларусамі? Ці гэта хто вы? Ці это уже будуць русские? Не, я не думаю, что вёска. Я ж нарадзіўся ў вёсцы. І ведаю, як яна і тады гаварыла, і цяпер яна гаворыць, вядома. І ў часу Скарыны яна ж гаварыла на старабеларускай мове. Вот калі вы возьмете это, я вам пазычу на нейкі час. Тут у оригинале, потому что застаўся, переписывали от руки вот першество, так званое першество. Тут никто его не называл першим. Была бы друкарня, и он был бы выдаденный. А выдаденный он был только в 1588 году. Ну, после третий статут. Менялся уряд, так сказать, короли менялись у Речи Посполитой. Князи у великим князстве Литовским менялись. И менялись потребования. Влада менялась. Вот. А там еще як владу поменяли. Довольствуйся. Я не уявляю себе, что там за Ла-Маншем могут, значит, наши... Ну, я ведаю, вот, мой внучатый племянник, то и в Польшу не хотел бы поехать, а хотел бы поехать, и он добро овладел английскую мову, и вот мне нравится моя свояки, моя сестра, якая живет на станции Гудажа. А гуды это кто?
Это же белорусы. Славяне, уже литовцы кончались. Вот. Там на территории теперешнего Советского района есть аж 8 населенных пунктов. Гузеники, Гудельцы и Гудагай. Аж Короткевич, помню, мы сидели там у Гусейці. И он ехал в Вільню, заробив припинок у мене. И там влюбился у Островцы. И после приезжал часто, едучи в Вільню. Вот. Аж шумело рехагаем, як пилину у Гудагаях, я помню. А Гуды ж это белорусы по этому самому. То есть это был литовско-балтийским уже починались балты исти. Аукштайнцы, потому что з'явились тогда литовцы теперешние, и они приняли, так сказать, рост христианский, католический, на 400 годов позднее, чем у Полоцку приняли христианство. На 400 годов вот, позднее. И они вот болтались поміж прусами и, значит, и с корыстью. Ни с кем они не воевали. Вот. А кроме крыжоносцев и татаров, когда это приходили. А со славянами. Тому и Великое княжество Литовское утворилось, что они решили, что они ж приняли белорусскую мову, як мову статута державного законодавства. То есть потом это на 3,5 стагоддзі перед французским першим конституційним актом это было зроблено. Первая конституция у Европы и у свете увогуле. Вот так. Спадарам, а скажите, пожалуйста, вот все ж таки национальная идея, яна повинна, как вот усе люди, уся нация яе приняла. А зараз мы ведаем, что и нават у вёсцы на беларускай мове не гаворыць, мало хто гаворыць, и в городе мало хто гаворыць. А калі национальная идея мова, але большасць беларусаў гаворыць на рускай мове. Свядомы. Ну, все-таки свядомы. Вёска, свядомасць. Я ж народился и жил у вёскі Расовой. Там типа только одна карта создавать. Расовый. Расов это ж назва все-таки. Ну, раней, да, вёска говорила по-беларуску, а зараз яна гаворыць По-белоруску. Ну, я ж приезжаю туда в гости, иду до своей сестры, яка живе на станции Гудагай. А Гуды это уже не литвины, это уже не балты, это уже белорусы. Тому на территории Советского района целых, по-моему, треба подлечить заново, потому что границы поменялись. Видите, як цікаво трапилась частка Островецкого района до белорусов. Это и в свой час мы проводили круглые столы разом с литовскими коллегами, все провели институт литовской мовы и литературы, и белорусской литературы. Мы все провели разом конференции проводили. Вот. А вот все ж таки апроч мовы, что яшчэ павінна вот быць як свядомасць, что ты інший. На вот у Скарына была, что не русский, а русин. И уже у Падуе был это отказывались. Ну, інший, чым хто? Вот я Інший, чем русский, чем московит. Тогда ж у русских было свое имя, московиты. Вот, усе. А потом я только коли увошли в склад Российской империи, тогда уже столицей стал Петербург, тогда я твердо уже отмовились. То есть, атрымліваецца, можно сказать так, что зараз национальная идея повинна быть так, что мы не русские со знаком якости, мы іншие. Мы іншие. Со знаком якости. Вы же видите, что в этой книжце мне сделало? Кольки с территории
Беларуси переехало ремесленников, там, литейщиков, звонов, там, скульпторов у Москву працевать, з Витебщины, з Могилевщины. Вот. И оставил тут кружок и тушечку, что треба их все-таки до наших священников доведаться. Хотя мы тут не стали, что родом з Витебщины, откуда конкретно нема. Господар Адам, на заканчэнне скажите, калі беларуская мова памрэ, беларусы як нацыя таксама памруць? Вы видите, что весь свет, мне сдается, в небеспечной ситуации в свете с этой атомизацией, с этими всеми такими гулями вот, атомные, вот. Не знаешь, про конец света у Библии говорится, что вот будьте, коли вы будете, так сказать, в разговор пойдете. Вот. Это что у Библии, вот там, конечно, у Святом Писании было это предбачено, что конец свету может быть. Вот. То есть страта мовы гэта будзе канец свету для беларускай нацыі. Не для усіх наций, для усіх. Страта свету. Ну, в Библии же такой вариант предугледженный, что конец свету будет, коли вот это все будет не критерии будут не божские, а шатанские, дьявольские. Это критерии будут. А теперь критерии. Что ставится на первое место? Богатство ставится. Богатство ставится на первое место. Скажите, а незалежнасць, суверэнітэт краіны можа быць такой вот, ну як адним са складнікаў нацыянальнай ідэі? И он русский. Вот. И он там женится с русской. И со знаком минус, хотя не бачили там этого самого, с кем. И он женится, и она выходит замуж. Короче, кажучи, воспринятие русской нации теперь все-таки наглядывать. Я вот в Йошкар-Оле поеду, или не дарма. Короткі, еще короткі помню. Я ж чому я не записал, что мне Ореха Гаева, як пилиму Водогаев. Он почал у вокзальном буфете, мы чекали на техник, далее в Вильню поехать разом. Цікавая была дружба с сопрацовниками литовской литературы. Потом я нас учились с мовой. И я помню, як, значит, старочасний Вітовс, это самое, Палецький, який був, помню, у ресторані Кіндерас, так для вокзалу у Вільнюсі. Подпили на зустрічі. Я говорю, вы ведаете, як мы в свой час обманули белорусов. Конечно, мы виноваты. Раньше просто Трускиненкай мы повинны были покинуть за Литвой, вот, потому что теперь Трускинники курорт, это Славутый во всем свете. И он же за литовцев, а он повинен был быть за белорусами. Мы же поменяли на частку Свинцянского поэта, який лечился, значит, уваходил в склад довоенной Польши, як уваходил, як белорусский. Но мы, это говорю, это Пилсудский, это родом так само,
свинтянского поэта. Ну, а Пилсудский, до речі, вже приїжджав у Мінськ як патріот у час так званої громадянської війни. Вот. И Пилсудский добрый белорусскую мову. Ну, я это ведал, что Пилсудский ведал белорусскую мову. Тому его и не дуже поважали польские аристократы. Такие, як Смиглый, профессор Мостицкий. Вот. Тут это цікаве. Неяк была такая, значит, вот, когда еще жила моя жонка, я, значит, запросили на веселье вот в ту самую вёску, в то самое местечко, откуда родом был Пилсудский. Я говорю, ай, там же не хапая дружек, хапая, а дружбан того не хапая. Давай Короткевича мы запросим. И вот Володя поехал раз с нами на это веселье, выступал в Столостане, у этом территории былой Литвы, былого Свинтянского повета, а теперь это Островецкий район. И все разумели мясовые, эти самые гости, это застолье. Вот. И я говорю, правильно в свой час грабили, что отдали. Вот, а там, где Клющаны, где Подольцы, на территории Царского района, это же Ранеева ходила у Свинтянский район, а Свинтянский район был под Польшей. Его, так сказать, спихнули чисто селянский, чисто вясковый. Вот. Шляхта оттуда. И святый вот теперь я на территории своего района, значит, мне говорят, ну там же атомную станцию теперь кончаете будовать для Михайлівщик. Який подарунок, что вы можете зробить для района? Я говорю, я ведаю, что зробить. 2 святых з Островецького района. Яких 2 святих? Я говорю, ну Гашкевича бюст у вас стоїть, його святих, він був, значить, святаром і на території України, і на території Великобританії, його легко. Ну, а Казимир Свояк. Я говорю, ну так він же белорусский поэт был. Його легко зробити. Он коротко жил, от Сухотова поехал у Карпаты на нартах. Простыл там, захвалил и помер. Поховали у Вильни. Я говорю, ну ты, конечно, у Вильни поховали, а лишь живый он. Где он похованы? Не на литовских фалсах могилках, а на мясцовых могилках. Я говорю, Казимира, того самого, Свояка легко зробити святым. Чому? По-перше, він був князцом у Клющанах і у нескольких других там костелах. А по-другому, він писав вірші то на білоруській мові. Дякую, великий спадар Адам. Ну ось така